На реабилитацию в санаторий Чешки Хеда приезжает последние 2 года. Профилактика туберкулеза стала необходима после того, как этот недуг обнаружили у отца девочки. В санатории проходит лечение более 130 детей. Одни контактировали с больным туберкулезом, другие борются с этой болезнью. У нас есть определенный перечень диагностических и лечебных процедур, которые мы проводим. Это мы обследуем детей, это рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование детей. Также у нас прием ведет консультант-стоматолог, то есть мы занимаемся санацией ротовой полости. Из лечебных процедур у нас имеются физиопроцедуры, ЛФК, массаж, ингаляции. Но самое важное, наш фактор природный – это аэротерапия, то есть лечебный воздух. Проблема с заболеваемостью туберкулезом актуальна для всего мира. В республике в этом году наблюдается снижение количества зараженных палочкой Коха, но все чаще выявляются случаи лекарственно-устойчивой формы инфекции. У нас 3 корпуса, один корпус на 80 коек с чувствительным формами туберкулеза. Это те больные, у которых сегодня есть чувствительность к первому режиму химиотерапии. Второй корпус – это к 1-2 препаратам, где устойчивость имеется. И третий корпус – это с широким спектром устойчивости. Это те больные, которые поддаются очень тяжело нынешним препаратам или вообще не поддаются. Для них мы сегодня организовали лечение именно по 5-му режиму химиотерапии. И этот комплекс препаратов, например, нет нигде сегодня в России. Риск заразиться туберкулезом возрастает во время нервных потрясений, говорят врачи. Именно поэтому необходимо проводить профилактическую работу с населением. Сегодня на стационарном лечении в республиканском диспансере находится 22 ребенка, 3 из них носители открытой формы туберкулеза. В этом году туберкулин закуплен, и мы обрадовались, начали проводить эту работу. И столкнулись с тем, что у нас пошли массовые отказы от туберкулина, диагностики. Родители, не разобравшись, наверное, начали отказываться от туберкулина диагностики. Но хочу сказать, что туберкулина диагностика – это не прививка, это проверка на наличие у ребенка инфицированности туберкулеза. Если такой факт устанавливается, значит, этому ребенку проводится профилактическое лечение. Ежегодно туберкулез уносит около 1,5 миллиона человеческих жизней во всем мире. В России уровень смертности от этой болезни стал снижаться. Однако есть регионы, где по-прежнему регистрируются высокие показатели заболеваемости. Это Дальний Восток и Сибирь. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Джамлы Хаджалиев. Новости.